Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана подвел итоги социально-экономического развития страны за 7 месяцев. В Туркменистане к 1 сентября откроют 4 новые школы и детский сад. Туркменский музыкальный ансамбль занял первое место на международном фестивале в Самарканде и другие новости. 30 августа президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел заседание Кабинета министров по цифровой системе, на котором были подведены итоги работы страны за первые 7 месяцев 2024 года. Глава государства отметил успешность реализуемых программ и обсудил с членами правительства ключевые аспекты социально-экономического развития Туркменистана. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление о строительстве газокомпрессорной станции «Шатлык-1» в Марийском вилаяте. Согласно документу, государственному концерну «Туркменгаз» разрешено заключить контракт с турецкой компанией «Чалык Энерджи» на проектирование, строительство и оснащение объекта необходимым оборудованием, а также выполнение пусконаладочных работ. В регионах Туркменистана 4 сентября начнется посевная пшеницы под урожай 2025 года. Такое решение принял президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на состоявшемся в пятницу заседании правительства. В День знаний и студенческой молодежи в Туркменистане планируется открытие 5 новых учебных заведений. Среди них средняя школа на 1200 мест в Ахалском вилаяте, 2 средние школы на 1360 мест в Либабском вилаяте, детский сад на 160 мест и средняя школа на 500 мест в Марийском вилаяте. 1 сентября в стране пройдут различные торжественные мероприятия, в том числе у Монумента независимости, в педагогической средней профессиональной школе имени Бердымухамеда Аннаева в городе Аркадак и в 27-й средней школе в селе Изган Гёктепинского итрапа Ахалского вилаята. Первый урок нового учебного года будет посвящен теме «Кладезь разума Махтумкули Фраги» и достижениям страны за 33 года независимости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание своему киргизскому коллеге Садыру Жапарову по случаю Дня независимости Киргизской республики. В своем обращении туркменский лидер отметил значительные успехи Киргизстана в укреплении государственности, социально-экономическом развитии и повышении международного авторитета за годы независимости. В Ашхабаде состоялась встреча делегаций Туркменистана и Афганистана в расширенном формате, по итогам которой был подписан ряд важных документов, направленных на укрепление сотрудничества между двумя странами. Среди них меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и афганской государственной компанией о сотрудничестве в реализации проекта электропровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Меморандум о взаимопонимании между агентством Туркмендемир Йоллары и Министерством общественных работ Афганистана о сотрудничестве по строительству объектов на железнодорожной станции Тургунди. Рабочий план 22-километровой части железной дороги Тургунди-Санабар и соглашение между компанией Тапи Пайплайн с правительством Афганистана по проекту газопровода Тапи. Национальный музыкальный ансамбль Туркменистана занял первое место на 13-м международном фестивале «Мелодии Востока», который прошел в Самарканде. Группа была награждена специальным дипломом и денежным призом в размере $5000 США. В состав туркменской музыкальной группы вошли народные артисты Туркменистана Суханберды Оразбердыев и Хакберды Аламурадов, преподаватели Туркменской национальной консерватории Сапамурат Аннамурадов и Давлет Донатаров, а также студент консерватории Аламурад Мухаммед Гулыев. В Узбекистане появилось самое большое в мире изображение государственного герба, созданное в уникальной технике Эбру. Автором этой масштабной работы стал турецкий художник Ахмед Чоктан, который уже не первый раз удивляет мир своими творениями в этом стиле. Предыдущий рекорд, также принадлежащий ему, был установлен в 2009 году. Тогда мастер создал картину Эбру размером 16,5 квадратных метров. Новое полотно площадью 18 квадратных метров еще раз подтверждает его мастерство и оригинальность. Достижение вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых состоятельных женщин России за 2024 год. Третий год подряд лидерство в нем удерживает Татьяна Бакальчук, основательница и руководитель крупнейшего онлайн-ритейлера Wildberries. Ее капитал оценивается в $5,5 миллиардов США. Второе место в списке заняла Татьяна Литвиненко с состоянием 2,45 миллиардов. Тройку лидеров замыкает Варвара Скотч с капиталом $2,2 миллиарда США.
В эту субботу телеканал «Туркменистан Спорт» порадует любителей футбола марафоном из 4 матчей европейских чемпионатов, которые будут транслироваться в прямом эфире с комментариями на туркменском языке. В программе 3 игры английской премьер-лиги и 1 встреча итальянской серии А. Футбольный день начнется в 16:30 по ашхабадскому времени с матча между Арсеналом и Брайтоном. Затем в 19:00 зрители увидят противостояние Лестера и Астон Виллы. Вечерний блок продолжится в 21:30 с игрой Вест Хэма против действующего чемпиона Англии Манчестер Сити. Завершит программу в 23:45 итальянский топ-матч между Лацио и Миланом. Две туркменские спортсменки Илима Гусейнова и Сульгуна Шанкулиева получили персональные приглашения на престижный юниорский турнир Grand Slam Tennis, который пройдет с 7 по 14 сентября в Камбодже. В турнире примут участие 24 лучших теннисиста и теннисистки Азии в возрасте до 14 лет. Турнир в Камбодже является квалификационным соревнованием, по итогам которого определятся участники юниорского открытого чемпионата Австралии 2025 года и других международных турниров. Участники также смогут значительно повысить свой рейтинг и заработать денежные призы. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго! И помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.